В Алатыре открылся кадровый центр «Работа России». В ходе поездки в муниципалитет его посетил глава Чувашии. Какие нововведения предлагают сотрудники безработным гражданам и работодателям, выясняла Татьяна Иванова. На сегодня в Алатырском районе 218 человек ищут работу через Центр занятости. После модернизации центра их шансы ощутимо возросли. Помимо удобства при обращении, а это и электронная очередь, и внимание и поддержка кадровых консультантов, и доступ к новым информационным ресурсам, здесь предлагают комплекс услуг гражданам и работодателям в разрешении их жизненных и бизнес-ситуаций. В рамках регионального проекта содействия занятости, национального проекта «Демография» есть возможность переобучения. В рамках него уже порядка 1300 человек проходят обучение с тем, чтобы дальше развиваться по карьерной траектории. Служба занятости активно сотрудничает и с работодателями. Мы обратились в Центр занятости, и они нам оказали содействие. По-моему, 104 человека, они у нас были дозагружены с помощью Центра занятости. Получили финансовое бюджетирование. Работодатели получают компенсацию расходов на частичную оплату труда при трудоустройстве безработных. За этот год с помощью Центра занятости в Алатырском районе нашли работу более 1300 человек. Сейчас идет в целом политика государства обеспечить последовательное сопровождение человека в такой сложной ситуации тоже. Житель Алатыря Антон Краснов недавно был почти в безвыходном положении, и консультанты Центра занятости протянули руку помощи. Моя семья была признана малоимущей, то есть мы находились в сложной жизненной ситуации. И Центр занятости населения совместно с отделом соцзащиты предложил мне заключить соцконтракт на открытие собственного дела. Сейчас Антон подбирает сотрудников для своего бизнеса. Это можно сделать и самостоятельно, и опять же при помощи консультантов кадрового центра. К 2024 году все центры занятости будут преобразованы в кадровые центры «Работа России» Чувашской Республики. Татьяна Иванова, Михаил Солин, Вести Чувашия.